Уважаемые участники форума, вас приветствует обучающаяся кружка Джерюльген Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой города Якутска. В прошлом учебном году ситуация с пандемией коронавируса заставила нас всех перейти на дистанционное обучение. И перед педагогами дополнительного образования встали вопросы: что делать, если некоторые проекты не могут выполняться без специального оборудования? Как быть, если ребенок теряет мотивацию, интерес к занятиям? Как не терять контингент? Возможно ли эффективно дистанционно сопровождать групповые проекты обучающихся? И что нужно сделать наставнику? Какие новые компетенции развить, чтобы помочь себе и обучающимся? Чтобы решить эти проблемы, проведена групповая проектная работа для обучающихся кружка Джерюльген. Во время работы дети совместно с родителями изготовили из природных материалов шумовые национальные инструменты. Благодаря этому проекту вовлеченность и заинтересованность обучающихся к занятиям выросла. Издавна музыка признавалась важным средством формирования человеческих качеств, его духовного мира. Аристотель писал: музыка – необходимый атрибут человеческого существования. Цель проекта – формировать у детей интерес к музыкальному фольклору. Задачи – приблизить детей к музыкальной культуре наших предков через творческую деятельность, воспитать чувство родного языка на поэзии и фольклора, бережно относиться к своим национальным традициям, песням, обрядам. Этапы реализации проекта. Подготовительный этап – подбор и изучение материала. Здесь обучающиеся изучили виды музыкальных инструментов, виды якутских песен, познакомились с разными видами народных музыкальных инструментов, были проведены родительские собрания, индивидуальные беседы. Этап анкетирования, выявления интереса детей. На этом этапе выявлен уровень знаний обучающихся, проведено анкетирование родителей, совместно с родителями собрали материалы о музыкальных шумовых инструментах. Этап реализации проекта. Изготовление музыкальных инструментов, создан коллектив, ансамбль музыкальных инструментов, проведена работа над репертуаром. И заключительный этап – подведение итогов и результатов проекта. Итак, игра на самодельных музыкальных инструментах позволяет ребенку знакомиться с историей возникновения музыкальных инструментов, развивать музыкальный слух и внимание, метроритмическое чувство, способствовать практическому усвоению музыкальных знаний, формировать качества, способствующие самоутверждению личности, воспитывать потребность к музицированию, развивать способности детей к креативным отношениям на знания, учить детей свободно импровизировать, делать экспромты в системе педагог, ребенок, родитель. А теперь обучающийся кружка Жирков Алгыс расскажет, как изготовить свой музыкальный инструмент. Здравствуйте, меня зовут Жирков Алгыс. Я хочу рассказать вам, как я сделала якутский национальный шумовой инструмент МОС. По заказу моих родителей наши родственники каждый год отправляли рога и копыта дикого и домашнего скота. Чтобы сделать этот инструмент, надо прокипятить рога 30 минут в воде. Когда прокипятили, надо острым якутским ножом вынуть середину. В отверстие кладем железные пуговицы для хорошего сбора и клеим кожу. Инструмент готов. Ансамбль Джерюльген исполнит народную песню в сопровождении самодельных шумовых инструментов. И... Бородин,
друзья, любите и пропагандируйте свою национальную культуру, источника духовности народа.